В эфире новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте, смотрите в программе. В столице и ряде районов Якутии сегодня объявлен актированный день для школьников. Теперь в электронном формате новые правила оформления больничного в России вступили в силу. В историческом парке «Россия. Моя история» в Якутске начался показ мультимедийной инсталляции по мотивам якутских и северных сказок. Актированный день объявили сегодня в Якутске и нескольких районах. Для учащихся столичных школ с 1 по 5 класса организуют дистанционное обучение. По данным Якутского управления гисметеослужбы, температура воздуха в Якутске по состоянию на 6 утра по местному времени составила минус 47 градусов. Безветренно и густой туман. Очные занятия отменили для школьников с 1 по 11 классы Намского, Тампонского, Амгинского, Хангаласского, Чурапчинского, Горного, Усть-Майского, Кобяйского, Татинского районов Якутии, где температура воздуха составила минус 50 градусов и ниже. Акушеров включат в программу «Земский доктор» с 2021 года в Якутии. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Елена Борисова. Она добавила, что также возможно будет пересмотр медсестер, которые выезжают в труднодоступную сельскую местность. По данной программе в 2020 году в сельские местности трудоустроились 184 специалиста, это 128 врачей и 46 фельдшеров. Кроме того, для работы в арктической зоне Якутии направили свыше 50 человек. В рамках программы «Земский доктор» врачам, прибывшим на работу в поселки или села с населением до 50 тысяч человек, выплачивается 2 миллиона, фельдшерам 1 миллион рублей. Компенсация предоставляется в течение месяца после заключения трудового договора. Новые правила оформления больничного в России сегодня вступили в силу. Листок нетрудоспособности теперь можно оформлять в электронном виде. Есть вариант получения больничного дистанционно, а больничный по уходу за ребенком теперь не ограничивается по срокам. Это возможно сделать наряду с бумажным носителем. Старый вариант медучреждение сможет оформить по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Для электронного же потребуется еще и СНИЛС. Кроме того, теперь больничный лист по уходу за больным ребенком не будет ограничиваться по срокам, но будут ограничения на оплачиваемый период, не более 15 дней. Помимо этого, если один родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, другой член семьи сможет взять больничный в случае болезни второго ребенка. Количество зарегистрированных безработных якутян сократилось в 4-м квартале 2020 года. Такова информация регионального министерства труда. Всего в 2020 году службы занятости населения трудоустроено почти 16,5 тысяч человек. Для снижения напряженности на рынке труда на профессиональное обучение направили более 2,5 тысяч безработных и незанятых. Дополнительно на профессии каменщика, бетонщика, плиточника, маляра направили 320 граждан с практикой. Наиболее популярными сферами являются образование, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение, добыча полезных ископаемых и другое. Президент России Владимир Путин подверг критике действия министров в ситуации, когда растут цены на продукты на фоне пандемии и доходов населения. Реально располагаемые доходы упали на 4,3%, а цены на сахар выросли на 71 с лишним %. Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Это не шутки, сказал лидер страны. Комментируя слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова о мониторинге, президент подчеркнул, что рост цен на сахар происходит в течение нескольких месяцев. В этих условиях падает покупательная способность населения, растет безработица. Путин добавил, что речь об этом шла уже неоднократно. В Алмаздортрансе переводят партию дизельных тягачей на газ. Первый опытный образец вернулся из рейса и сразу в руки к специалистам-наладчикам. Они исправят проблемы, выявленные в ходе опытного рейса, и вновь вернут машину на трассу. Олеся Васева узнала, что показал первый рейс газодизеля. Рядом с заводским образцом газовой Скании газодизели, доработанные ремонтниками Алмаздортрансом. На эти машины совсем недавно установили газобаллонное оборудование. Специальный короб, кассета с креплением для газовых баллонов и целую систему шлангов, проводов и датчиков. Водитель Александр Скороходов первый сел за руль тестового образца и уже вернулся с рейсом. Машина чуть хуже стала работать. И подъемы хуже стало тянуть. Пока еще не знаю. Только первый рейс.
Но для того он и нужен – попробовать машину в деле. Наладка продолжается. К работе приступили специалисты фирмы-производителя газобаллонного оборудования. Устранят проблемы, выявленные в ходе опытного рейса, и вновь вернут машину на трассу. Самое время проверить газ на морозоустойчивость. Проблема вся в том, что газ замерзает на морозе в связи с тем, что в нем присутствует влажность. И именно эта влажность замерзает, а не сам газ. Если заправка выдает сухой газ, то замерзать нечему. И работает без проблем, лучше даже, чем дизель. При правильной регулировке газобаллонной установки ощутимых различий в мощности между дизельной и газовой техникой быть не должно. Это уже доказал автопробег из Питера в Мирный. Участники пробега побывали в 30 городах. Опыт промышленных предприятий и крупных грузоперевозчиков доказывает, газ – перспективный вид топлива. Сегодня на нем работает даже тяжеловесная карьерная техника. Те, кто использует газ не первый год, уже добились той цели, которая сейчас стоит перед Алмаздортрансом. Это уменьшение затрат на топливо. Дизельное топливо на данный момент очень дорого стоит. Газ на порядок меньше мы выигрываем, тем самым уменьшая себестоимость тонна-километра на перевозках. Опыт перевода транспорта на газ в регионе только начался, но предприятия уже форсируют события. По республиканскому законодательству газ теперь это выгодно. Олеся Васева, Ксения Исламова, Кирилл Шолохов. Телеканал «Алмазный край». Фестиваль «Наука 0+» в СВФУ охватил более 15 тысяч человек. В этом году благодаря онлайн-формату удалось значительно увеличить число участников. К научно-популярным мероприятиям присоединились жители со всех уголков Якутии. За 3 дня на онлайн-площадке фестиваля состоялось 325 мероприятий. Это лекции, мастер-классы, профориентационные встречи, интерактивные развивающие занятия и многое другое. Как отметили организаторы, было много лекций по актуальным для Якутии темам, о наиболее распространенных в республике болезнях, эффективном энергосбережении и так далее. В работу были вовлечены практически все вузы и учреждения дополнительного образования, которые работают в Якутии. Проект «Покорители холода» по изучению добровольцами местности республики с самыми низкими температурами перенесли на 2022 год. Это связано с распространением коронавируса. Как отметил автор и руководитель проекта Вячеслав Ипатьев, маршрут и продолжительность будут скорректированы с учетом результатов пробного тура. Будут изменены методика и оборудование замера температуры. Участники, кроме поиска низких температур, смогут освоить навыки выживания в суровых условиях севера. Напомним, первый тестовый тур проекта состоялся с 11 по 22 января этого года. Участники искали самые холодные места в Верхоянском и Аймиконском районах Якутии. Также участники экспедиции проверили гипотезу, что температура может опускаться ниже показателей, фиксируемых в местах стационарных метеонаблюдений. В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» в историческом парке «Россия. Моя история» начался показ мультимедийной инсталляции по мотивам якутских и северных сказок «Почему зима длиннее?». Подробности узнаем у Юлии Михайловой. Жила-была бедная сирота. Несколько сказок про быка и лошадь, про ворону и сову, старушку Талтал и другие объединились в одно повествование и ожили на экране. Маленькие зрители узнают, почему же зима в Якутии длиннее лета. Именно основываясь на наших якутских легендах, рассказах, вот именно мы хотели это показать, чтобы как бы связать древнее с современным, чтобы как-то это мультимедийно на современном языке подать. Вот такой вот проект сделали. К проекту привлекли молодых художников. Для них это первый серьезный опыт иллюстрирования сказок для мультимедиа. В стиле якутской графики делали все. Но главное, чтобы люди получили удовольствие какое-то, чтобы интерес проснулся. Полное погружение в атмосферу волшебства удалось осуществить благодаря круговой панорамной демонстрации сказок на 9 больших экранах. Изначально по программе фестиваля «Зима начинается с Якутии» планировались театральные постановки сказок. В условиях ограничений от этой идеи пришлось отказаться, но сказка переместилась на экран. Тут задача в чем, да, чтобы зритель пришел, сел на уровне вот этих экранов и несколько раз смотрел, как медитация, вот эти вот фильмы
чтобы ничего сильно вроде бы не тормошило, но при этом погружало в сказку полностью. Музыка специально написана для этого проекта якутским композитором Алексеем Бережневым. Текст всего повествования написан также сотрудником исторического парка. Находил сборники великого якутского писателя Сурна Моллона, вот эти сказки, которые здесь представлены, и вот писал эти тексты, которые были вот впоследствии озвучены. Первыми оценили проект маленькие жители Якутска. Они посмотрели сказку вместе с мамой. Хорошие положительные впечатления в плане того, что сказка показывается в такой неформальной обстановке и наслаждаются показом в такой неформальной хорошей обстановке. Среди национальных исторических парков России подобный проект стал первым. Мультимедийная инсталляция будет демонстрироваться до середины января. Россияне начинают готовиться к празднованию Нового года. А Роспотребнадзор предупреждает, что важно правильно выбирать пиротехнические изделия и фейерверки. Самое главное – сертификат товара. Покупать петарды, ракеты, салюты и другую пиротехнику можно только в специализированных магазинах. Не покупайте пиротехнику с рук в местах несанкционированной торговли. Закон разрешает торговать ими только в магазинах, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. При этом реализация пиротехнических изделий запрещается на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, в уличных переходах и иных подземных сооружениях. Главная рождественская елка Вильнюса получила звание «Самой красивой в Европе» по версии авторитетной туристической организации. На кадрах можно увидеть необычную красавицу в столице Литвы по всей красе. Ель сделана из металлических блоков с лампочками, зеркалами и живыми еловыми ветками. Такое креативное решение позволяет любоваться новогодним символом издали и сохранять безопасную дистанцию. Несмотря на современный вид, елка не теряет традиционного духа Рождества, чем и заслужила признание экспертов. Второе место в рейтинге заняла главная ель Страсбурга, на третьей строчке рождественское дерево из Праги. Всего организация выделила 19 елок из различных европейских городов, а также Киева и Тбилиси. Фильм Степана Бурнашова «Черный снег» получил главный приз фестиваля «Окно в Европу-2020». Итоги объявили в минувшее воскресенье в Выборге. Помимо этого, лично режиссер якутского фильма получил премию гильдии продюсеров России с денежным вознаграждением в 100 тысяч рублей. А ранее объявилось о том, что «Черный снег» занял второе место в рейтинге кинокритиков фестиваля. Картина якутского режиссера должна выйти в прокат 21 января следующего года. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.